Итак, расизм, нацизм и сионизм. Значит, то, что какое-то антисемитизм и юдофобия мы будем поминать немало. Они как-то пересекаются с этим. Но это отдельная тема, которую можно отдельно изучать, и не очень, так сказать, оно интересно ее изучать. Хотя, кто интересует. Вот. Значит, как же будет вот эта всемирная еврейская нация определяться? Этническим происхождением. Ну, химера, все видят химера, общего языка нет. Раввинов запрем в синагоге. Этническим происхождением. Есть масса этнического населения, компактного еврейского, где-то да. Но первоначально Герцель имел в виду совсем не то. Он имел в виду хоть какое-то частичное происхождение от этих самых. Ну, раз уж строить государство. А может 9 из 10 венских евреев такие государства не хотят создавать. А кого будем туда набирать? Все, кто наберутся. И вот в период уже, так сказать, постклассического сионизма, 20-21 век, когда фактически мы не находим в мире вне иудейского народа, живущего по закону Торы, эндогамных семей еврейских, мы не встретим. А напротив, мы встречаем уже потомков ассимиляции в нескольких поколениях, да, смешанных браков. Как нам всех их подгрести под нашу сионистскую идею? Мы приписываем мифические, у нацистов динамические, у сионистов особые важные свойства частичному еврейскому происхождению. Это чистый расизм, это чистый бред, и этим отличаются всевозможные жидоеды, антисемиты, юдофобы, в частности в русскоязычном мире, они ничем не оригинальны, в англоязычном мире, откуда, собственно, современная, значит, русскоязычная юдофобия питается, особенно со времен Великого Октября, когда всякая белогвардейщина там, значит, начала производить там мифы про засилие большевиков и т.д., что опять-таки уводит и от понимания своей родной российской истории, что такое был российский рабочий класс, почему он таки да был заинтересован в свержении капитализма, и какие там были духовные корни, и откуда была такая жгучая ненависть к православной церкви у большевиков именно из среды рабочих. Это все описывает товарищ Пыжиков, царство ему небесное, кто хочет, пусть почитает. А сионизм взял на щит вот этот принцип. И особенно вот этот сейчас, значит, сионизм конца 20-го, начала 21 века. Вот эти доли происхождения, они необычайно важны. И по этому принципу мы будем отличать, значит, якобы евреев, то есть неевреев будем отличать от якобы других неевреев, а на самом деле будет неарабское население, которое мы будем привозить снова для вот этого самого западного плацдарма, который по определению, значит, был антисоветский, и любовь с либерастической Россией тоже не вышла. Россия перестала быть либерастической, и, соответственно, значит, либерасты, которые могли муссировать еврейскую тему, они уже не находят отклика, ну, грубо говоря, более или менее власть в России переходит к народу. В Беларуси это произошло раптом одним ударом в 1994 году. Надеемся, что этот процесс происходит в РФ. Вот. Значит, нацизм и сионизм имеют общий корень расизма. Мы сейчас это увидим, продолжая описывать сионистский проект. Но сразу оговоримся, что если сионистский расизм конца 20-го, начала 21 века состоит, значит, в выискивании так называемых еврейских корней, то есть чисто биологического происхождения от какого-то лица, которое определялось так или иначе, как еврейская национальность, это так называемое советское, тоже химерическое понятие, значит, ну, происходящий во многих поколениях из иудейского народа, который, значит, тут жил и был истреблен немцами, собственно, в большей своей части, и тем, как нацисты выискивали это дело. А вот тогда на заре сионистского проекта общим звеном расизма, не отрицая то, что, значит, нам подходят всякие, значит, там корни, хотя человек в плане своем социальном, этнокультурном не относится вообще ни к чему, что можно назвать евреями. Но если он возбухал, хочет стать сионистом, конечно, это очень хорошо, замечательно. Но самое главное, это
российский антисемитизм. Российский антисемитизм или антисемитский расизм раннего сионистского проекта, его глашатая в Западной Европе немецкоязычных и нацизма. На это обратил внимание израильский исследователь, раввин, который занялся этим вопросом, очень крупный, большой талмид хохем, рав Дов Беркович. Он, к сожалению, умер, он еще успел на самом склоне своих лет стать в ряды противодействующих коронабесию страшному в Израиле. И вот где-то там он умер. Нет, не от короны, даже простуды у него не было, умер от возраста. В возрасте 80 с лишним лет, крепкий был дядька. И он, собственно, довел до сведения общественности множество этих важных вещей из писаний сионистов Западной Европы, немецкоязычных писаний. Он, то есть, собственно, попросил немножко по парадигме Елены Прудниковой, с тех, кто работает в архивах, принести ему материал. Я упомянул раввин Дов Беркович, вот в период как раз коронапсихоза в Израиле обнародовал различные конкретные материалы, касающиеся ранней истории, так сказать, вкладывания основы идеологических сионизма, которые очень потрясли общественность. Для меня там нового было мало. Я это знал из различных источников, книг, которые я читал много лет назад еще. Ну, некоторые детали особо живописные были новые даже для меня. Значит, фактически Макс Нордау, мы уже упомянули, да, Макс Нордау и Артур Рупин, они были немецкие социологи и ярые сторонники социального дарвинизма. Вообще отметим в скобках, ну, я уже отмечал и далее буду отмечать, что я освещаю события исключительно с позиции иудейского мракобесия. Так, дарвинизм — это была боевая идеология класса буржуазии, который всецело господствовал в XIX веке над умами, над экономикой, над всем. Собственно, дарвинизм. И проекция дарвинизма в социальной науке, она была совершенно естественна для класса буржуазии, который вот это, значит, античеловеческие идеи, отрицание творения и отрицание абсолютного добра и побеждает сильнейший, вносили, значит, в жизнь. А советская идеология, она, собственно, сочетала марксистский анализ экономики и исконные ценности и устои православного мира, где как раз-таки не прибыль, главное не прибыль и не эффективность производства, а главное это боскость и людскость, как мы говорим по-белорусски. Да? Поэтому социальный дарвинизм советская наука официально, значит, всячески осуждала. На самом деле это было естественное продолжение вот этого тренда буржуазии. И они, собственно, даже ввел вот этот, Макс Нордау ввел немецкий термин, Третунг, или как он точно звучит, он его ввел, значит, это означает как бы удаление, дегенераты и удаление дегенератов, как бы вот единым словом таким, удаление дегенеративных элементов. И фактически Макс Нордау, они писали на немецком языке, значит, и Артур Рупин, оба, да, они, значит, развили вообще вот эту теорию расовую. Ну, я уже останавливался, роль личности в истории не самой личности, а личностных комплексов какой-то группы людей, они могут сыграть большую роль. И вот эти, значит, шизопараноические комплексы ассимилированных евреев Центральной Европы, они, собственно, легли в идеологические основы сионизма. И на полном серьезе эти два господина, значит, они писали, что вот среди евреев Европы вот индогерманский элемент, он является прогрессивным и усиливающимся, а семитский, он является дегенеративным. И, соответственно, евреи Восточной Европы, которые не отошли от религии, они вот пребывают в плену своей дегенеративности, а восточные евреи, они, по идее, вообще должны быть дегенеративные. Самые-самые последние годы в Израиле были опубликованы диссертации, в которых поднимаются вот эти все публикации, вот эти, значит, все, так сказать, наследие вот этих классиков раннего сионизма. Собственно, написанное по-немецки в начале 20 века, это, безусловно, ну, послужило хорошим теоретическим заделом, так сказать, ну, ясно кому и в чем.
Даже термин определенный был придуман, который затем в нацистских изданиях употреблялся. И, собственно, Юлиус Штрайхер на Нюрнбергском процессе в определенный момент сказал, что от нас хотите, мы писали, редактор, да, Штюрмера, Юлиус Штрайхер, мы писали ровно то, что нам говорили сионисты. Это было сказано такое. Даже так? Да. Вот, значит... То есть это, получается, сами немцы, фашисты, эти писали? Ну, нацисты, они откуда? Они питались от американских идей превосходства белой расы и жидобольшевизма, с одной стороны, и с другой стороны, разработанной Максом Нордау расовой теории в Германии. Во Франции это был Либон такой, так. В Германии было, с одной стороны, движение, оттуда идет слово антисемитизм. Они подчеркивали, что они, значит, вот высшие, а семиты, они, значит, все низшие, так сказать, да. Ну, почему, как бы, потому. А это страшно понравилась эта идея, значит, всем этим состоявшим, значит, соответственно, в нееврейских браках. Но, с другой стороны, где-то отторгаемые немецким народом массами вот этими антисемитскими немецких шовинистов Герцель, Нордау, Рупин и множество других, мы сейчас не будем всех перечислять, самые как бы фамилии, которые народ найдет в Гугле, да, вот там были поэты, которые даже был один, ну, обо всех не расскажешь, значит, вот эти идеи превосходства немцев, превосходства арийцев, так, и Рупин, оказавшись в Палестине, значит, он мерил черепа восточных евреев, чтобы убедиться в том, что они действительно дегенеративны. И эти фотографии, они приложены к диссертации, которая вот буквально в последнее десятилетие, так сказать, о наследии там, ну, по мере того, как поколения преступников уходят, открываются вещи, можно уже говорить, да. Сегодня общим местом стало в Израиле то, что похищали детей, тысячи детей, в основном евреев Йемена, из других мест, продавали американскому правительству для медицинских экспериментов в начале 50-х годов, продавали на усыновление, так, как бы это всем известно, да. А еще 25 лет назад, когда, значит, об этом заходило речь, нет, это массовый психоз йеменских евреев, как массовый психоз, в каждой семье были похищены дети. Вот, и была последняя следственная комиссия, была в начале 2000-х годов, были записаны показания, часть засекретили, часть опубликовали, и те, кто давали свидетельство, им уже было за 80 лет, вот они уже совсем ушли, судить совсем некого, сейчас все на столе, все рассказывают, что там происходило. Большое количество евреев арабского мира оказалось для сионистов удивлением. Большое количество. С одной стороны, хотели выкурить евреев из арабского мира, чтобы объяснить, что мы приняли беженцев, произошел обмен населением. Арабские беженцы бежали с территории новосозданного Израиля, а мы зато приняли беженцев из арабского мира. Потом осветим этот момент конкретно, может даже скоро, через несколько минут. Значит, и оказалось большое количество слишком, потому что по теории Рупина семитский элемент находится в дегенерации, и в принципе они в численной находятся в большой редукции. То есть оказалось, евреи в арабском мире где-то на порядок больше, чем сионисты думали, что они там есть. С одной стороны, в политических целях хотели их выкурить, с другой стороны, их оказалось очень много. Поэтому, скажем, значит, из Йемена было организовано, ну, подняли массовый психоз, очевидно, путем соответствующих действий, значит, восстанавливали местное арабское население. И люди просто шли пешком в Порт-Аден, там им были сделаны заведены лагеря, которые вообще, по сути, практически были концлагеря. Это вот детали, конкретные детали вообще из воспоминаний тех, кто там был. Это... Но оно как-то вот мало было известно, даже мне было мало известно, то, что Рав Долбекович зачитал вот несколько лет назад, конкретно, значит, уже вы все услышит, просто из всех материалов. Ну, например, был, значит, комендант одного из лагерей, значит, его звали доктор Элькана. Он там каких-то наук был доктор, не медицинский, значит. Он ходил с плеткой в руках и в кованых сапогах. И когда кто-то ему, значит, не нравилось поведение кого-то, он над ним ударом сшибал на землю, значит, если это женщины и дети, он их избивал плеткой, а мужчин он сбивал на землю и бил сразу
коваными сапогами в лицо. И люди после этого попадали в медицинское обслуживание. И, значит, была медсестра, значит, в одном из лагерей, главная медсестра, которая жила в больничном помещении. И она там соответствующим образом убеждала останавливших больных, что стонать не надо, значит, просто вышвыривала на улицу и тому подобные вещи. Это, значит, происходило с йеменскими евреями в лагерях Адена, которых тоже без всякой мысли, без всякого, но очевидно с мыслью, то есть, ну, очевидно, редуцировать число как-то, сгоняли с просторов Йемена, чтобы они там собирались, и оттуда, значит, их эвакуировали в Израиль. Беженцы, вот, значит, беженцы, так, и какое-то количество даже остались там. Причем в самом Адене было коренное еврейское население, тоже из йеменских евреев, которые вообще там хорошо, отлично жили. И понятно, что после всех этих событий им там пришлось с уходом англичан из Адена тоже всем, значит, выбираться. И их тоже оттуда, соответственно, выкуривали. Евреев самого Адена. Они вообще были там и служащими английской администрации, и вообще там были люди свободных профессий, ремесленники, богатые ювелиры. Всех голыми боссами эвакуировали в Израиль в качестве беженцев. Перед погрузкой в самолет говорили отдать все драгоценности, все украшения, книги Торы, вообще бесценные, которые везли, и ничего там не получили по прибытии. Просто все было конфисковано. Но конфисковано не сразу, а якобы помещалось в склады Сахнута. Потом, значит, те, кто были из Йемена, получили все письма. В такой-то день приходите в Цейфин на склады Сахнута, получать свое. И когда там стал собираться народ, вдруг увидели, как вспыхнул, значит, на части этого комплекса, значит, складских помещений вспыхнул огонь. Говорит, ой, горит, горит, все горит. Один йеменский хлопец перепрыгнул где-то там через заборы, туда-сюда, добрался до одного из горящих помещений. Очень оказался такой хлопец, как по-арабски говорят, шатер. Значит, он где-то там сорвал кусок мешка, кунул в воду, накрылся этим мешком, взял ведро с водой, убежал на дно и первое попавшееся понес какой-то тюк, сразу его с этого ведра, и стали разбирать там этот тюк, и увидели, в этом тюке была какая-то макулатура старая. Какие-то там публикации сионистские 30-х годов, какие-то там книжки дурацкие. То есть просто спалили макулатуру, чтобы показать, значит, что, мол, все ваше сгорело. И потом эти и свитки Торы бесценные или в хранилище где-то, потом они перепродавались втридорога. И были случаи, что люди просто находили где-то в магазине в Иерусалиме, продается свиток Торы, подходили, видели, там написаны данные там, их семьи, их отца. Кто-то выкупал, кто-то где-то там, ну, вот так. Это было отношение к восточным евреям. Хорошо, а смысл изымать вот эти свитки? Ну как, просто ограбили. Просто ограбили. Бесценное, оно все потом там, да. Ну, просто ограбили. А чемоданы везли с собой, ну, люди жили на одном месте 1500 лет. Собрали золото, серебро, там как бы на Востоке хозяйство более или менее натуральное, турецкий способ производства, как сказал товарищ Карл Маркс, да. И у людей, люди выходили, там чемоданчик с драгоценностями, все сдавать, самолет не поднимет. И просто ограбили, просто физически ограбили. Да. И можно отдельно рассказывать, что делали с евреями из Ирака, что, как поступали с евреями из Марокко, но в основе лежал чистый расизм, неполноценность. И буквально писания 50-х, 60-х годов восточных евреев, они повторяли слово в слово вот эти, значит, уже теория. Расовая теория говорила, что люди с Востока должны быть неполноценны. Ну, а что делать с этими европейскими евреями, которые, значит, надумали улучшать, так? Там надо проводить хорошую селекцию. Надо молодых, здоровых, у которых преобладает индогерманский элемент над дегенеративным семитским. Сионисты активно способствовали истреблению евреев в Венгрии. Это был конкретно сговор между сионистским руководством. Глава сионистов Венгрии Рудольф Каснер дал показания в пользу 3 нацистских преступников на Нюрнбергском процессе. Он был один главный, было много как бы вторичных, да. Они избежали смерти благодаря свидетельству Рудольфа Каснера. Это он им обещал в ходе их сговора. В ходе сговора.
Сговор состоял в том, тоже это никто не знает, а об этом рассказывал Эйхман в интервью журналисту неонацистскому голландскому. И эти материалы были так интересны, что их потом из неонацистской газеты, легальной голландской, перепечатал лондонский Таймс. Поднялась шум в мире. Одна газета в Израиле перепечатала, вскоре после этого Эйхман был похищен. Ну, то есть, как бы его держали под колпаком, но его не трогали, никого не трогали. Но вскоре после этого он был похищен, его судили, на суде он находился в стеклянном кубе таком. Ну, чтобы избежать покушения. Стенка достаточно, да? Почему куб? Чтобы никто не слышал, что он говорит, а вдруг он откроет пащу, понимаешь, и начнет, да, рассказывать. Слушайте, Значит, мне вот... сговор, я объясню, в чем состоял сговор. Сговор состоял в том, что несколько тысяч членов сионистских молодежных движений под охраной СС выводились к румынской границе, там их принимали кто надо, они приправлялись в Палестину. С ведома согласия всех действующих сторон, там, соответствующие турецких властей, мандатных властей. Но главное было возить с Венгрии, все. Это было, собственно, причем Эйхман сказал, значит, что ну мне и цена и в 20 тысяч была бы не такая большая, чтобы спокойно уничтожить 500 000. Но сионисты не настаивали на... Им было достаточно несколько тысяч людей. Это главное. Поезд, который потом в конце 1944 года выехал из Венгрии знаменитый, это тоже все обсуждения этого поезда, это для отвода, значит, глаз. Вот. И что интересно, что Эйхман сказал, что когда я говорил с сионистами, я чувствую, что я говорю с единомышленниками. У нас была общая идея. Улучшение расы, отбор, вот это все, значит, нормально. Эйхман пас еврейскую тему нацистов не сначала вторжения в Советский Союз, когда началось планомерное истребление, да? Он еще в 30-е годы. И в 30-е годы немцы хотели предлагать там сионистам, значит, чтобы они вывозили его из Германии, были определенные соглашения экономические, как, значит, куда там, что, где, да. И он предлагал, как бы, группы населения. Но сионисты ему сказали, нет, нам не надо всех, нам надо вот молодых, здоровых, как бы, да. Нам не надо всех подряд. И вот сейчас, когда эти вещи были опубликованы, вот эти детали, да, значит, мне стала понятна одна интересная вещь. Был такой комитет спасения религиозных евреев в Венгрии и Словакии, так, который, ну, просто как им удалось фактически, им и сочетанию ряда обстоятельств удалось прекратить депортацию евреев из Словакии на 2 года. До уже окончательной оккупации Венгрии немцами, но Словакия была частью Венгрии. Вот. И в какой-то момент, значит, тот нацистский офицер, который с ними поддерживал контакты, они просто надеялись, ну, наживу, свою наживу, как бы увеличить, да, и какой-то выкуп они собрали там, и они действительно поддерживали контакты, у них были контакты с сионистскими центрами Швейцарии, как бы, ну, и думали, что кто-то поможет, там, какие-то средства даст. И вот в какой-то момент, значит, он им сказал, кого вы... Мы вообще можем вам 1 000 000 евреев отдать, если вы найдете соответствующие средства через ваших, типа, значит, вот, братьев там, значит, на Западе. Кого хотите, говорит, хотите старых, хотите больных, хотите забрать малых детей, хотите кого хотите, может, хоть весь 1 000 000 евреев, что вопрос только в цене. Ну, как бы, параноики, которые во главе рейха, они до конца, они уже там кончили, как кончили. А, собственно, уже такие средние звенья, они смотрели, как набить чемоданы и уходить, и все. 44-й год, лето, там, вопросов нет, что будет с рейхом. И какой-то странный разговор, значит, да. Ну, в конечном счете, там никакая помощь не была оказана, там, немцы сказали, что они просят грузовики и кофе, я думаю, договориться можно было только на кофе и на бабки, но никто даже среди сионистов на Западе, значит, даже и близко к этому и возглавляла одну из структур сионистских, такая Салли Майер, тоже, значит, из венгерских сионистов. Значит, какое спасать? Надо только через жертвы можно будет у союзников потребовать создания государства после войны. Мы должны заплатить цену крови. Вот.
Но что это за разговор какой-то, думаешь, вообще какой-то идиотизм нацистов? То есть тот был толковый такой мужик, не что знаете, беретик. Потому что они знали от Айхмана, что сионисты говорят, давай нам только это. Этот ведет разговор с религиозными евреями. Ну, ты, может, хочешь забрать и больных, может, ты хочешь забрать малых детей, может, ты хочешь как бы, да? То есть фактически, значит, сионисты, которые в 30-е годы вели разговоры с Айхманом, переговоры конкретные, да, вот нацистский рейх еще не совершил свои преступления, они еще шли как бы к этому. Научили тому, что надо вообще селекцию, то есть надо разбирать, надо продуктивизировать. Вот. Мнимый социализм в сионистском движении, он, собственно, не имел ничего общего с социализмом в тех странах, где было движение социалистическо-освободительное. Они говорили, мы должны продуктивизировать еврейскую нацию. Значит, вот эту мифическую секулярную еврейскую нацию, которая не существует, а она дегенеративная, поскольку держатся религии, поскольку живут в Восточной Европе, живут тем более в странах ислама, их надо продуктивизировать, их надо эффективизировать. То есть, собственно, все идеи социализма, они фактически были поставлены, опять-таки, на службу вот этим российским взглядам. Да? То есть это не было там какое-то освободительное движение. Там сказали, мы должны создать рабочий класс в Палестине, а он уже, так сказать, а потом, значит, пусть власть будет у него, да. Но они не создали никакой рабочий класс, это были сионистские функционеры, они никто не работали. В рабочий класс обратили потом беженцев из Европы после Второй мировой войны и все те восточных евреев, которых оказалось очень-очень много. Собственно, восточных... расизм порочен сам по себе. Не потому, что верных назвали высшими или неверных назвали высшими. Это как разговоры, известные анекдоты про сумасшедших в сумасшедшем доме. Расизм плох сам по себе. И таким образом отцы-основатели заложили сионизм на российской основе. И с тех пор она проходит красной конвой. Как оно до нашего времени продуцируется? Значит, создано, так или иначе создано государство. Возможно, оно могло сложиться в политическую нацию. В каком-то взаимодействии с арабским населением, неотъемлемым и неизбежным Палестиной. Да? Но оно не сложилось в такую политическую нацию. Потому что в основе сионизма положен расизм. И существует там так называемый закон о возвращении. Вся цель этого закона о возвращении – это не допустить соединения тех масс населения в Израиле, которые, собственно, не заинтересованы в продолжении существования сионистского государства, как сионистского, да, в этом формате. То есть в противодействии, чтобы не допустить слияния религиозных евреев, потомков выходцев из стран ислама и арабского населения, в том, чтобы было создано некое единое государство, которое уже, значит, не будет обслуживать сионизм. А что такое сионистская идея как бы в наше время, да? Фактически в мире не осталось кого-то, кого можно причислить по каким бы то ни было разумным социальным критериям к всемирной еврейской нации. Есть или евреи, придерживающиеся религии, или люди того или иного частично еврейского происхождения, которые именно ввиду насаждаемого какого-то российского подхода и с помощью, конечно, близнецов, братьев и спутника, да, как полюс плюс и полюс минус нераздельны в батарее, они создают момент юдофобы, которых в мире очень много, которые занимаются выискиванием, значит, фамилий, у кого где мысли о том, что как-то надо кончать бойню, как-то надо кончать безумие, как-то надо совершенно нерелевантную, неадекватную в реальности государственную идеологию скосовать. Оно все больше и больше людей, как бы, так сказать, захватывает популярность. Поэтому нужна непрерывная бойня и нужна непрерывная иммиграция, по сути говоря, не арабов. Поэтому вот этот бредовый закон о возвращении, который, собственно, говорит, что если у кого-то там 3 поколения назад, уже 4, значит, там постоянно Верховный суд принимает прецедентные решения, там внуки, правнуки, все они имеют право на автоматическое получение израильского гражданства. Так. Вот. Это, собственно, российский принцип, который, естественно, сионисты преподносят как? Вот, чтобы никогда не повторилось то, что нацисты, мол, значит, евреев, но нацисты до 3-го колена, нацисты убивали кого угодно на территории к востоку от Буга. В самой Германии уже те, кто имели
половину немецкой крови, они вообще выходили, об их истреблении речь не шла. Они ходили как обычные немецкие граждане. До какого-то этапа служили в вермахте, потом были освобождены, просто на гражданские были обычные люди. Вот. То есть для расистов-немцев коренная разница была между, значит, вот, индогерманцами и теми, кто к востоку от Буга. Кроме того, что повторилось все. То есть фактически определение нюрнбергских законов, поднимая на щит, сионисты как бы признают их определенную логику, да? Ведь если кто-то бьется головой в стенку с одной стороны, сказать, что мы никогда не дадим пробить эту стенку с этой стороны, мы будем биться сейчас лбом с другой стороны. То есть один абсурд как бы подменяется противоположным абсурдом. А чтобы никогда не повторился фашизм, наоборот, надо отбросить всяческий расизм. Как еще очень верно идеолог движения Бунт в Польше в 30-е годы отмечал в отношении сионистов, что если вы утверждаете, что, значит, вы предлагаете пути спасения людям, которых на российской основе преследует фашистский режим, это не путь спасения. Надо бороться с фашизмом всюду и повсюду, а не путем, значит, выдвижения одной российской идеологии против другой. Ну, Бунт такое сообразно было движение. Значит, таким образом, непрерывная поддержка не арабского населения, которое будет верно правящей клике, потому что рост идет естественный чей. Это не рост Израиля, как умиляется. И в Израиле поэтому такая хорошая рождаемость. Да в каком Израиле? У секуляризированных израильцев все нормально, все как в Европе. Как там говорят, елет векерев. Значит, детенок и пес. Или никакого детенка. Пидорасы, богемов, все нормально, все как в Европе. Хорошая рождаемость в арабском секторе, хорошая рождаемость у религиозных евреев. Ну как хорошая? Для кого-то хорошая, для кого-то нет. Хорошая для тех, кто рождает этих детей, тех, кто любят детей, да, тех, кто любят детей, любят внуков. Вот. И опять-таки потомков этих выходцев из арабских стран. У остальных там на нуле, на минусе, все нормально, все как в Европе. Вот. И таким образом, собственно, первоначальный расизм сионистов, он далее проходит через теорию расовую, еще сформулированную Максом Норду, Артуром Рупиным на немецком языке, через практику сионистов в отношении выходцев из арабских стран в первые годы десятилетия создания государства. Это можно отдельно сделать курс университетский, все не расскажешь. Я просто какие-то эклектические детали кинул, чтобы было понятно, так сказать, на какой мы стоим, на каком грунте стоим, да. Вот. И через закон о возвращении, который с расширениями, значит, своими был в 70-м году, уже забит гвоздями в реальность, чтобы все там внуки и правнуки, реальный мифический принцип российского копания в происхождении каких-то людей, никакими социальными параметрами, не относящимися ни к каким евреям. Вот. Ну, а по определению иудейской религии, конечно, по материнской линии, насколько можно проследить, человек относится к иудейской религии, но это имеет только один смысл. Он может участвовать в отправлении к иудейской религии, как иудей по рождению, да? Совсем это не означает какие-то политические изменения в жизни тех или иных стран или народов, которые из этого должны вытекать. И этот российский мостик доходит до нашего времени. При этом совершенно беспардонное происходит античеловеческое шельмование темы нацистского геноцида, темы нацистского расизма путем представления некого расизма наоборот. Значит, подождите. То есть корректирующего расизма. Нацисты преследовали евреев до 3-го колена, мы до 3-го колена, до 4-го, до 5-го уже по прецедентным решениям будем выискивать, где в мире есть люди, которые найдут под лавкой как секиру или там по деду, по кошке соседа. Мы им объясним, что у нас будет хорошо, мы им на льготных правах привезем в Израиль, чтобы они служили демографической массой против этого страшного, рисующегося в кошмарных снах сионистов блока арабского населения и традиционных евреев, которые там живут, чтобы они не ликвидировали сионистский характер государства. И упаси Бог не привели к миру. Что-то я не, надо разобраться, не да. успеваю. Да. Давайте еще раз. Что не ясно? Вот то же самое, последний вот мысль. Да. Вот, значит,
В Израиле живет население, граждане Израиля. Живет арабский сектор, люди, говорящие по-арабски. Они, в общем-то, граждане страны. Многие из них служат в тех или иных силовых структурах, служат в войску, так, по-всякому, в полиции много. Вот. Есть население религиозное всех оттенков, как бы, но для которых важнейшим элементом жизни являются законы иудейской религии. Законы брака, законы соблюдения всех, так сказать, многочисленных. Есть традиционные евреи, то есть которые сами придерживаются в меньшей степени, но для них важны, по крайней мере, незыблемые законы, они соблюдают Йом-Кипр, они придерживаются религиозной эндогамии, и, соответственно, как бы, они уже не видят в сионизме и в правящей клике, которая превращает население в материал для медэкспериментов. Это можно смотреть экспериментаторы, значит, на моем канале, где, собственно, сам глава правительства, фактически глава государства, говорит, что мы хотели посмотреть с псевдовакциной Pfizer, как она будет влиять на людей с такими-то хроническими заболеваниями, с такими-то хроническими заболеваниями, с такими-то. Это же очень интересно, это все медицинская информация. Мы сегодня стали всемирной лабораторией. Вот. И не хотят, чтобы эти правили, вот эти все люди, да. А есть какая-то масса, значит, секуляризированных полностью израильцев, которые не имеют никакого отношения, значит, уже ни к иудейской религии, ни к какому-то наследию иудейского народа исторического. Все, что их объединяет, то, что они живут в этом государстве, под этим флагом, и вот это их правящая клика. И это, как правило, именно более высшие экономические слои. К ним относятся предприниматели, к ним относится вся, так называемая, академическая элита, которые, значит, которые получают колоссальные деньги от государства, да. Они ничего не производят, да, эти там неизбывные университеты с гуманитарными науками, которые, значит, там копаются, да, во всяком дерьме, и все эти самые гендерные, вот эти все эти, так сказать, исследования. Им надо продолжать существующую ситуацию. В любом случае, пушечным мясом будут вот эти самые дети вот этих, ну они же родились, так они будут пушечным мясом. Традиционных религиозных евреев, там тех оттенков, которые не возражают фактически всех религиозных кругов, служат в армии, практически дети, да. Вот. И нужны все время новые мигранты, именно те, кто минимальную имеют связь какую-то с реальными какими-то иудейскими группами. Или в странах происхождения, где их не осталось, как на просторах СНГ, ну реальных иудейских групп в качестве компактных масс, да. Или, значит, просто вообще из каких угодно стран набрать. Там уже черный и белый не важно. Важно, что не арабы, и что они никак с арабами не сольются. Из Эфиопии повезли массу людей, примерно процентов 20. Ну и то, что они не люди. Процентов 20, может, это была община эфиопских иудеев, и остальные уже просто кто угодно. Но чудесно. В боевых войсках масса эфиопов, да, это для них социальный лифт, все. Тут уж не ошиблись. Конечно, Артур Руфин схватил бы обморок, увидев, что повезли эфиопских иудеев. А вот тоже повезли эфиопских неиудеев, может, тут бы он и понял линию. Ведь, в конце концов, там у власти его ученики. И линия такая, что главное, чтобы было вот это постоянная неарабская масса. Ну, дальше, когда будем говорить о нынешнем состоянии конфликта израильско-арабского, мы отметим, так сказать, да, ну, неразрешимость. Понятно, что единственный выход — это полная ликвидация сионистского характера государства. То есть должно быть все полностью переформатировано. Этим людям надо дать жить нормально. Естественно, полная ликвидация, разоружение всех бандформирований. Это не просто. Это все деньги, это зарплаты, это... Все бандформирования. Бандформирование арабской стороны, которые, собственно, кормятся с того, что они там приносят скарпы еврея, там, и побольше арабов пусть за это потом сионисты убьют. Вот. Ну, кому война, кому мать, кто получается в банде, приносят. Ну, вот эти Хамас, вот эти все, они же на зарплате, это их работа. И туда вливаются деньги. Убить еврея, убить еврея, и идет израильские операции возмездия, и бойня будет продолжаться. Будут продолжаться эти деньги и все. С обеих сторон. Там кормятся главорезы, на израильской стороне кормится целый класс капиталистов. Пример. Маленький заводик производит взрыватели в одном южном городке небольшом. Жул, штат Каневалка. 7 октября инвестировано было 15 миллионов шекелей в построение этого заводика. Производят артиллерийские взрыватели. Так. 7 октября 23 года частяком
1,5 миллиарда шекелей прибыли у этого завода. Так что это будут распускать? Очень непросто. Очень непросто. И таким образом мы видим, как российский мостик в наше время, и дальше, собственно, вот эта вот элита кровососущая, которая правит Израиль, им надо непрерывно поддерживать, значит, бойню, поддерживать внутреннюю напряженность внутри Израиля, объявлять правильными тех, кто не арабы и не иудеи, и тех, кто не иудеи, надо про них говорить, вот они есть хорошие евреи в сионистском смысле. Понятно, что эта ситуация, собственно говоря, тупиковая, и идеи расизма и идеи закона о возвращении пока не будут отброшены, естественно, что даже перед началом выхода не будет Израиля. Тут параллели с Арменией, тоже мы начинали с Армении, да? Сейчас четко требование выдвинул Азербайджан. Выкиньте претензии на территории. Выкиньте претензии на территории, которые находятся вне вашего государства, из намеков даже в вашей Конституции. В Израиле нет Конституции, в Израиле есть закон о возвращении, который, собственно говоря, выражает претензии на непрерывное давление над арабским населением, достижение механическими средствами, достижение геополитическими средствами, достижение финансовыми средствами непрерывного численного преобладания над арабским населением. А смысл сионизма, он простой. Простой, не так, как многие, которые занимаются этим извне, или многие, которые кричат о том, что они сионисты, и члены сионистской партии. А он простой, до примитивности. Обеспечить существование и будущее еврейского народа вне религиозных рамок. Еврейский народ в религиозных рамках существовал 2000 лет. Вне религиозных рамок он не просуществует, если не будет основного инструмента для этого еврейского государства в том месте, где оно находится. Уберите это, нет смысла в Израиле. Тогда его не будет.